12-й Северный форум собрал больше 150 гостей из разных арктических регионов России и стран. На нескольких площадках проходили обсуждения наиболее важных вопросов. Одним из главных тем на пленарном заседании стала региональная адаптация к изменению климата. С подробностями Розалия Борисова. 12-й Северный форум собрал больше 150 гостей из разных арктических стран и регионов. На нескольких площадках проходили обсуждения наиболее важных вопросов. Одним из главных тем на пленарном заседании стала региональная адаптация к изменению климата. Изменение климата – это основной движущий фактор направления с юга, скажем, на более северные широты. Все остальные факторы так или иначе взаимосвязаны с тем, что изменение климата, с одной стороны, это и вызов, а с другой стороны, это и дополнительные возможности, которые появляются на севере. И, конечно, регионам и национальным правительствам, а также международному сообществу в целом необходимо осознавать хрупкость и уязвимость северной природы и бережно относиться при всех современных процессах, которые происходят в этом регионе. Северный форум – это та площадка для обсуждения, для поиска лучшей практик, которые уже существуют, и управления этими процессами. Это те научные явления, которые происходят в мире, как их сгруппировать, как объединиться для получения достоверной информации. Все что у нас все-таки с климатом происходит. Это научные, скажем так, знания. А хорошо это или плохо? Параллельно обсуждались вопросы делового сотрудничества, охраны окружающей среды, развития инфраструктуры. Особое внимание уделено развитию промышленности и сохранению традиционного образа жизни коренных народов. Я призвал всех организовать это развитие промышленности при участии коренных народов. Это не значит обязательно, что они там должны работать в тех же компаниях, но они должны участвовать в принятии решений, как это развитие будет произойти. Как можно его организовать, чтобы для местных жителей и для коренных представителей это было тоже выгодно. Так как мы жители Арктики, все-таки для нас должно быть заложено в сознании о том, что мы ответственны все-таки за будущее. Потому что устойчивое развитие Арктики – это все-таки мы живем все-таки в Арктике, и мы должны быть заинтересованы в том, чтобы повышать качество жизни. Северный форум является площадкой для диалога между регионами. И по мнению участников, именно такой подход и такая работа позволяют найти ответы на решение многих проблем. И у Якутии здесь накоплен уникальный опыт. Завтра Генеральная ассамблея выберет новое руководство, подведет итоги, а также определит и примет проекты дальнейшей работы на ближайшие 2 года. Розалия Борисова, Иван Семенов, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.